Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, об эпидситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Прошедшая неделя характеризуется увеличением количества случаев по сравнению с предыдущей. Всего за сутки у нас было зарегистрировано 115 новых случаев, в том числе в городе Якутске 62 случая, в Мирнинском районе 13, в Алданском Нижегородском районе по 6, в Ленском 5, в Усть-Алданском 4. По 2 случая зарегистрировано в Амгинском, Вилюйском, Сунтарском, 3 случая в Горном Татинском 2. Верхоянский, Оленюкский, Тампонский, Усть-Майских, Галасский, Чурапчинский по 1 случаю. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, все, кто определен в качестве заболевших и имеет положительный тест, находится у нас на лечении либо в стационарах, либо в амбулаториях, на амбулаторном лечении в больницах, как центральных районных больниц, так и в городе Якутске, в тех учреждениях, которые оказывают данные медицинские услуги. Необходимо обратить внимание, что увеличение количества случаев за неделю прежде всего связано с окончанием первого этапа отпусков на территории республики. В связи с этим обращаем внимание на обязательное соблюдение требований указов главы Республики Саха-Якутия, связанные с необходимостью по окончанию отпуска сдачи анализа ПЦР, преимущество вакцинирования перед выходом на работу тех отраслей, которые не включены в постановление главного санитарного врача, обязательное вакцинирование для тех при выходе на работу, кто, соответственно, относится к категории лиц, для которых вакцинация является обязательным, и, конечно же, соблюдение сразу после приезда режима самоизоляции. Данные меры помогут предотвратить возможность распространения инфекции именно очагового, группового характера у нас на территории Республики Саха-Якутия. Конечно, хотелось бы рекомендовать гражданам, которые возвращаются с отпусков, передвигаются, избегать некоторое количество времени больших семейных, возможно, корпоративных, групповых мероприятий для того, чтобы не стать в той или иной мере самим угрозой или просто не заразиться от того, кто может находиться в большой группе. Продолжается вакцинация на территории Республики Саха-Якутия. На территории республики во всех сегодня поликлиниках, как города Якутска, так и республики, центральных районных больницах, есть, соответственно, вакцина 2 видов, вакцина «Спутник» и «Эпивак Корона», которая предлагается нашим гражданам. По части муниципальных образований, где-то в небольших муниципальных образованиях, там, где есть желание поставить, например, «Спутник» или «Эпивак», ведется запись при их отсутствии. Поступило у нас на настоящий момент 278 387 доз. Доз вакцины от новой коронавирусной инфекции использовано 93% от поступившей вакцины. Все соответствующие заявки на вакцину по графикам Министерства здравоохранения направлены республикой, соответственно, главой республики, председателем правительства, оперативным штабом. Необходимо обратить внимание, что при производстве партий для республики по договорам, которые заключил Минздрав Российской Федерации, наше Министерство транспорта совместно с авиакомпанией достаточно четко отрабатывает о поставке вакцины в город Якутск, затем ее маркировки здесь, в Саха-фармации, и распределением по районам республики для последующего маркирования и для того, чтобы была она развезена по соответствующим непосредственно медицинским организациям и была быть доступной для граждан. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, еще раз обращаем ваше внимание на то, что при привозе детей, все в обязательном порядке дети в районах во время отпусков должны быть поставлены на учет и будут находиться под вниманием медицинских работников. И призываем вас на наши вакцинальные участки для того, чтобы пройти вакцинацию. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее.
Продолжает наш эфир выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В Тампонском районе ведутся поиски пропавшего ребенка. Завершены работы на 4 участках трассы А-360 Лена, расположенных в Алданском районе Якутии. На фестивале «Душа России» в Москве прошла большая презентация Якутии. В Тампонском районе ведутся поиски пропавшего ребенка. Подросток 14 лет пропал в Тампонском районе в местности Черный Прижим, 598 километр автодороги Колыма. Сейчас ведутся его поиски. Вчера выехала поисковая группа из 6 человек. В ее состав вошли 4 сотрудника полиции и 2 работника районной администрации. Информация о пропаже ребенка из поселка Хандыга поступила 25 июля. В Якутии за вчерашние сутки было ликвидировано 45 пожаров, локализовано 16. Привлечено более 2000 человек и почти 300 единиц техники. Об этом в ходе брифинга оперативного штаба сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. Так, по данным оперштаба, сегодня на территории региона действует 154 пожара. Из них тушится 52, локализовано 16. За сутки ликвидировано 45 пожаров. Также вновь обнаружено 18. Работает авиация Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства обороны Российской Федерации и местных авиакомпаний. Вертолеты занимались переброской личного состава пожарных сил и работали по населенному пункту Каракый на участке Чапаева, где у нас вчера днем сложилась сложная ситуация, которая находилась на особом внимании оперативного штаба. Там проживает по факту 20 человек и 7 домов. При этом сил по пожаротушению приброшено около 100 человек. Также в эти дни в Якутске будет дым от встречного отжига, который проводится в Горном Улусе для локализации возгораний. К другим темам. На 3 месяца раньше предусмотренного срока завершены работы на 4 участках трассы А-360 Лена, расположенных в Алданском районе Якутии. Так, в рамках ремонтных работ дорожники ликвидировали 3 гравийно-щебеночных разрыва общей протяженностью 16 километров. Участки трасс получили новое двухслойное покрытие по новым технологиям. Эта технология в суровых климатических условиях Якутии позволяет продлить срок службы дорожной одежды и предотвращает появление температурных трещин. Кроме этого, были отремонтированы водопропускные трубы, а для организации водоотвода с проезжей части и откосов насыпи были устроены бетонные лотки. Также дорожники построили площадку отдыха, где установили беседку и металлическую эстакаду для осмотра автомобилей. В целях повышения безопасности дорожного движения на всех 4 участках выполнен комплекс работ по обустройству. Установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесена горизонтальная разметка. А управление автодорог Вилюй сообщает, что на участке 641-го километра федеральной автомобильной дороги Р-504 Колыма движение открыто по одной полосе в реверсивном режиме. Дорожными службами ведутся работы по восстановлению проезжей части. Причина – размыв автомобильной дороги ливневыми дождями. Более 2500 человек села Бараконцы переселят до 2025 года в новые дома. В список аварийных домов включен 55-й МКАД с общей площадью 14 тысяч квадратных метров. Среди них жители 10 аварийных домов должны получить ключи от новых благоустроенных квартир в следующем году на улице Ленина, 10. Строительную работу сейчас ведет ООО «СК Дохсун». По проекту в 4-этажном монолитно-каркасном доме будет 44 квартиры, а во дворе красивая площадка. На данный момент строители приступили к кладке 2-го этажа. По словам застройщика, работа не отстает от графика. Так, на участке у нас на стройке на сегодняшний день работает 28 человек. В этом году запланировано закрытие корпуса всего здания. И осталось нам на сегодняшний день залить 2 плиты и стены, кладку стен произвести. И в августе начнем еще благоустройство территории. Тут установим
столбы для освещения, проведем освещение. К другим новостям. Здоровью спасенной в Якутии медведицы ничего не угрожает. В московском зоопарке, куда в мае из Якутска доставили животное, рассказали о состоянии новой подопечной. Напомню, медведица оказалась в 1000 километров от побережья Ледовитого океана. Было принято решение отловить хищника, поскольку он мог представлять опасность для людей. После первичного осмотра стало понятно, что животное истощено, ему необходима помощь. Провести реабилитацию вызвали специалисты московского зоопарка. Сейчас медведица чувствует себя хорошо. Она любит мясо, рыбу и даже фрукты. Особенно ей понравились груши. Также с ней постоянно занимаются ветеринары. Обогащают ее среду, чтобы не было в миске, ей не кладут, не раскладывают рыбу, мясо и фрукты. Такого нет. Они обязательно прячут, и животное должно добывать самостоятельно. Иногда выпускают карпа в водоемы, она должна охотиться, ловить. Якутские наряды и уникальные изделия мастеров Севера в центре Москвы. В рамках международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России» прошла большая презентация Якутии. Из нашей республики в столицу приехала внушительная делегация. С народными умельцами пообщался Максим Кардозу. Такого праздника гости фестиваля и не ожидали. Люди пришли посмотреть на картины, созданные из лоскутков, а попали на полноценное этношоу. Так, якутские мастера решили презентовать свой регион на фестивале «Душа России». И к нам приехала большая делегация из Якутии. Представляете, у них были задержки рейсов, они летели сюда много часов. Но стойкий народ, стойкий. Люди с самолета, они сразу на сцену. Честно говоря, когда я слушаю, у меня мурашки по коже. Потому что это такая глубина. Это такая сила и такая мощь, которая, вот, знаете, вот трогает, шевелит, и хочется больше изучать традиции вашего народа. Якутская делегация решила удивлять не только представлением, но и уникальными работами. Впервые на фестивале зрители увидели лоскутную меховую мозаику. И самым большим достижением является, что нам дали главную экспозицию. Прямо у подиума. Центральная экспозиция занимает Республика Саха-Якутия. Пожалуйста, дорогие телезрители, гордитесь своей республикой, своими мастерами. Вот в таком большой аудитории, в таком большом фестивале якутская выставка представляет центральной экспозиции. Делегация Якутии получилась действительно внушительная. Это 27 человек, которые представили десятки работ. Второй раз на фестиваль приехала Майко Наговицына. Она привезла в Москву изделия из валеной шерсти. Мне нравится эта атмосфера праздника, творчества, когда все мастера очень позитивно, очень душевно относятся. И вижу постоянно красоту вокруг себя и подпитываюсь этой красотой. Поэтому я приезжаю постоянно на этот фестиваль. Фестиваль лоскутного шитья впервые проводится в Москве. До этого он собирал мастеров в Суздале. В столице экспозиция будет работать до 31 июля. Всего в ней представлено больше 2000 различных работ. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.